Высшим проявлением служения Коноха является защита Отечества от нашествия врага. Смерть в справедливой войне или при защите своей чести и достоинства предпочтительнее для Коноха, чем жизнь в бесчестии и позоре. Созидательный труд во благо Отечества является таким же долгом Коноха, как и защита своей страны. В любых обстоятельствах Конох должен проявлять уважение к Отечеству и выбору своего народа. Он должен уметь подчинять свои личные пристрастия и предпочтения этому выбору, даже если при этом ему придется поступиться своими убеждениями. Конох должен помнить о том, что для него Отечество, личное достоинство и честь дороже жизни. Но когда он вынужден выбирать между интересами Отечества и своей честью, Конох должен покинуть Отечество. В служении Отечеству Конох не ждет благодарности за свои деяния. Для Коноха нет выше награды, чем благодарная память своего народа. Разум управляет поступками и чувствами Коноха, а сердце помогает ему избежать крайностей. Основа отношения Коноха к миру – это человечность. Все, что находится за ее пределами, Коноха недостойно. Сущность человечности в мудрости и гуманном отношении к миру и людям, в милосердии и сострадании. Гуманность и милосердие Коноха проявляются не только в сострадании к людям, а в их защите и помощи. Конох должен быть милосердным прежде всего к слабым и беззащитным. Справедливость – истинная мера в отношениях Коноха к людям. Он всегда справедлив к другим, так же, как и к себе. В своих действиях по отношению к людям Конох исходит из принципа взаимности. Не делай другим того, чего не желаешь себе. Благородство Коноха проявляется не только в справедливости, но и в почтительном уважении к людям, независимо от их возраста и социального статуса. В общении с людьми Конох предельно вежлив, сдержан и скромен. Главным богатством Коноха является его честь и личное достоинство. Все иные блага этого мира можно обрести вновь, однажды утратив. Но утраченная честь обретается вновь через достойную смерть. Духовная чистота – это зеркало, в котором отражается внутренняя сущность Коноха и его деяния. Без нее не может быть подлинной человечности и сострадания. Истинное мужество проявляется в терпении и умении управлять собой и ситуацией.
Безумная храбрость — это мужество с закрытыми глазами. Она простительна юнцу, не знающему цены ни своей, ни чужой жизни. Выдержка Коноха — это мужество знающего, это осознанный шаг навстречу смерти. Истинная вера и справедливость являются высшей духовной целью Коноха. Сущность мира Конох познает умом и сердцем, а сущность веры — сердцем и душой. Конох должен всю свою жизнь стремиться к глубокому постижению сущности веры и сущности мира. Конох должен постоянно оттачивать свой ум, должен постигать мудрость и опыт других, изучать науки, дающие ключ к познанию мира, так как только через знание можно прийти к истинной вере и постижению справедливости. Конох должен быть скромным в религиозных ритуалах. Он никогда не подчеркивает своей религиозности, не подменяет истинной веры формой. Для Коноха внутренняя сущность веры всегда важнее ее внешнего проявления, так как первое угодно Всевышнему, а последнее —